Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров также принял в рабочем кабинете заместителя председателя правительства республики, постоянного представителя Ингушетии при президенте России Алихана Тичоева. В ходе встречи руководитель региона обсудил с постпредом общественно-политическую ситуацию в республике. Как сообщил Алихан Тичоев, в постоянном представительстве выстроена эффективная работа. Регулярно проводятся различные тематические мероприятия, в том числе и с участием ингушской молодежи, в частности по недопущению правонарушений. Юнусбек Евкуров сделал акцент на проведении разъяснительной и профилактической работы. Мы проговаривали со старшими представителями московской общины ситуацию, которая происходит у нас в республике. И, в принципе, все присутствующие отметили, что регион динамично развивается, что строятся объекты. И однозначно осудили нарушение порядка в республике. Да, получили разрешение, провели санкционированные мероприятия, но после этого был нарушен общественный порядок. Это все осудили, причем многие говорили о доступности власти, что претензии людей, они услышаны. И мы, естественно, пояснили людям то, что происходит, то, что происходило вот последние дни. Вопрос в чем? Ну, говорят, что вопрос в законе о референдуме, который был инициирован. Но оно настолько же беспочвенно, как и все то, что происходит в последнее время, в силу того, что закон был отозван, уже об этом проанонсировали и все федеральные СМИ, и нет причин для того, чтобы выходить и вести себя подобным образом, нарушать общественный порядок, тем более вступать в какие-то припалку с сотрудниками правоохранительного органа. Эти моменты мы обсудили, также полномочными представителями региона мы эту ситуацию обсуждали. Однозначно в большинстве регионов полномочные представители принимают активное участие, разговаривают с общиной, объясняют эту ситуацию. Более того, студенты вузов, которые учатся в федеральных университетах по целевым местам, которые выехали учиться, это же на всех как-то негативно отражается, тот фон, который происходит в республике, люди переживают, ребята переживают, людей вызывает определенный антагонизм, та ситуация, которая происходит в республике. Последние 5-6 лет мы их забыли, мы жили в регионе, в котором постоянно мы говорили, показывали только о том, что созидательный труд. А сейчас мы получаем из-за каких-то амбиций людей, мы получаем вот такую ситуацию, которую имеем. Ну и об этом мы поговорили с общиной. Более того, я там определяю формат будущей вашей встречи со старшими представителями Москвы, чтобы с чашкой чая вы обсудили, рассказали им то, что на самом деле происходит. И некоторые из присутствующих были удивлены, когда они сказали о том, что в принципе мы всегда готовы к диалогу. Что в Москве, что здесь, никому не было в этом отказа. Многим понятно, что есть ряд лиц, которые известны, часть которых сегодня задержаны, часть которых получили определенные сроки за нарушение общественного порядка, часть получили штрафы. Но, конечно, эти люди, которые за собой под разными предлогами пытаются тянуть, вести людей. Меня удивляет особенно, почему жители многие так наивны в плане верить вот этим совершенно нереальным вещам. Потому что я даже не представляю, что могут завтра придумать. Поэтому, конечно, с учетом того, что часть людей все-таки верит в эти вещи, надо нам очень терпеливо проводить определенную работу с гражданами. Поэтому там и в Москве, и через наших представителей в регионах надо максимально эту профилактику проводить, работать, объяснить людям, что, я уже не первый раз об этом говорю, что не планировалось и в планах нигде не было. Что значит? Если говорить о ликвидации нашей государственности, что ж, об этом можно было бы говорить до 2008 года, что она ликвидирует. Что ж, не за последние 5 лет, 6 лет, когда мы делаем все, чтобы эту государственность сохранить. Посмотрите, сколько мы в регионах, и тем же нашим землякам в Европе, в регионах России надо об этом говорить. Сколько мы сделали таких имиджевых вещей, чтобы Ингушетия, во-первых, она стала узнаваемой, чтобы говорили, что про Ингушетию только положительно.
Мы возродили столько памятников, столько архивных документов, столько столько событийных мероприятий провели, чтобы про Ингушетию говорили, что она есть, что она развивающий регион. У нас уже спортсмены пошли, у нас новая федерация. То есть мы же это делаем для того, чтобы республику упразднить. Нет, конечно. Я просил бы максимально эту работу продолжать, разговаривать, общаться, и особенно с той нашей частью жителей, которые за пределами страны находятся в Казахстане, в Кыргызстане и в Европе, в частности. Даже можно было бы своего представителя направить и в Европу, чтобы там провести соответствующие встречи, разговоры, переговоры, не обсудить с людьми, в конце концов, дать понять, что вообще фантастически вообще, что, о чем говорится. Поэтому максимально постарайтесь все-таки с людьми эту работу проводить, создать такую небольшую группу единомышленников, которые там хотят процветания республики, не на словах, а на деле. Должны же понимать, вы правильно подметили, и студентам, да и всем тяжело за пределами республики видеть вот это вот так называемые бессрочные митинги, вот это оскорбление, вот эти крики. И, конечно, это их беспокоит, людей наших. И студентам это тяжело, и всем тяжело. Только буквально вчера у нас только хорошие были, а тут на тебе, мы сами же себе создаем. Ведь те же наши земляки, которые живут в Европе, за пределами страны, буквально 10 лет назад, буквально 8 лет назад, остерегались даже на выходные, на праздники, там, каникулы детей отправлять, боялись обстановки республики. Сегодня мы столько сделали для молодежи, в том числе, для жителей, для наших гостей, чтобы гордость была за республику. Мы такой монолит в республике создаем. И опять эти сплетни слухи, которым верят люди, что якобы чуть ли не упразднят. Да нет, конечно. Поэтому проговорите эти вопросы.